Российский военный госпиталь начал прием пациентов с половины 9 утра 19 августа. Сюда приходят не только те, у кого подтвержден COVID-19, но и те, у кого есть симптомы. Все больные сначала попадают в приемное отделение, расположенное в одной из медицинских палаток. Здесь им измеряют давление, температуру, сатурацию, делают снимки и вносят данные в историю болезни, после чего пациент поступает в отделение. Среди госпитализированных в первый день работы госпиталя были пациенты с пневмонией. На данный момент мобильный госпиталь начал функционировать на 100%. С утра мы уже приняли более 15 человек, из них 4 человека госпитализировано средней степени тяжести. Все необходимые мероприятия проведены. Часть пациентов у нас приходит уже с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Другие пациенты уже имеют просто симптомы данного заболевания, которые в последующем будут уже либо подтверждены, либо опровергнуты. В распоряжении госпиталя самое современное медицинское оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория. На момент съемок в госпиталь из Творчалской больницы поступила пациентка 1959 года рождения. Сегодня мы привезли больную из Творчальской больницы, средней тяжести, больная. 10-й день болеет и нуждается в помощи. У нас в Творчале нет такой обслуживания, как вообще в Гудаутах и здесь. Госпиталь осуществляет прием больных круглосуточно. Ответы на ПЦР-тесты можно получить на следующий день. Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Рассчитан на 100 койко-мест. При необходимости есть возможность оборудовать еще 50. Работа многопрофильного мобильного госпиталя позволит разгрузить центральные районные больницы и оказать помощь многим ковид-больным. Шазина Ханагуа, Арина Гухава, Абхазское телевидение.